Я слышала о Кавказе, что там очень много языков, и как лингвист это меня очень интересовалось, и я приехала сюда в 1979 году в Москву впервые. Искала книжный дом, и там искала словаря, грамматика кавказских языков. Единственное, что я нашла, это был лезгинский словарь, лезгинская грамматика. И я купила и взяла, и начала заниматься с лезгинским языком. Насколько хорошо вы владеете лезгинским языком? Говорят, что вы знаете язык. Да, я понимаете, когда говорят на лезгинском? как-то уже плохо понимаю, уже плохо говорю, но я жила несколько недель в лезгинской деревне в Турции, и там турецкий я вообще не знала, они не знали никакого другого языка, и мы только на лезгинском общались. Но, к сожалению, это было 25 лет тому назад, я почти все забыла. Сейчас вот интерес, всплеск истории Кавказской Албании к Узбекистану, он проявляется у научного мира как-то вновь, и вот сейчас об этом много говорили. Скажите, как вот изменилась эта динамика научной дискуссии, научного поиска и ваше, так сказать, мнение относительно вот этого симпозиума? В самом деле сильно изменилось. Когда я начала заниматься с лезгинским языком, это был чисто лингвистический интерес. Потом начала работать и не могла выделить время много для этого. Но я слышала о том, что нашли старый текст на Синае. И это библейский текст. И так как я занимаюсь переводом Библии, это две разные вещи, интерес к лезгинскому языку и к библейскому тексту, совпадали вместе. И поэтому я тоже здесь, на этой конференции, мне очень интересно. Что нового интересного слышали? Точности албанской истории я не знала. Я занималась современными лезгинами, и в 19 веке она уехали в Турцию, только это я знала. Сейчас это новое, что старый албанский. Чтобы они развивались, не теряли свой язык, что они поняли, как они важный народ, все вместе разные лезгинские народы, и поняли значение духовное этого.